Смотрите очередную передачу из цикла «Я готовлюсь к хаджу». На сегодняшней нашей передаче мы поговорим о долине Мина, о тех действиях, которые должен совершать паломник, находясь именно там. Поговорить на эту тему, раскрыть этот вопрос мы предложили Махтиажи Мутаилову. Ассаламу алейкум рахматуллах. Махтиажи. Ну и сразу перейдем к вопросу. Давайте поговорим о том, что за местность это Мина, о ее достоинствах, о том, что вообще говорил пророк, алейхиссалам, и уже в последующем будем раскрывать это. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые телезрители, мы будем говорить о достоинстве Мина, что за местность и что необходимо делать на этой земле Мина. Мина, конечно, название Мина назвали Миной ее из-за того, что там проливают кровь, как бы день есть ниже Курбан день и Аяму Ташрик, вот эти дни жертвоприношения совершают, из-за этого назвали это место как бы Мина. Именно с этим связано. Связано с этим. И раньше там мы знаем, лет 10 назад продавались, там прямо там же резали Курбан, а сейчас построили там современную, как бы такое место специальное, где с колонном идет человек, оплачивает, и там как бы уже организовано более такие условия сделаны именно там Мина. И Мина, конечно, есть для нее историческая граница, обозначенная граница есть для Мина. В нашей мазхабе, если человек будет находиться, провести ночь за границей, исторической границей Мина, у него как бы не получается там, что на него возлагается штраф. А есть мазхаби, конечно, вот мазхаб Абу Ханифа имама, у них сунна только находиться там, на территории Мина. Они приходят туда, кидают камни, потом идут в гостиницу Мекку, как бы, им только желательно суннат. Чем там находиться, они выбирают. В гостиницах спокойно, да. А наш мазхаб как бы более такой жесткий, как бы в этом плане, построже, да. И нам находиться там ваджиб обязательно, как бы, и надо провести там 3 ночи. Человек, конечно, там провести ночь в Мина, этот, понятно, там в ибадате, поклонении Всевышнему Аллаху, что пустую не тратил там, не занимался разговорами пустыми, политика и так далее. Бывают люди там лишь бы провести ночь, чтобы не спать и так далее. Вот так и, ну, конечно, так мы же не знаем, в следующий раз попадем туда или нет. Именно вот, чтобы не упустить пустую это время, лучше поклонение провести, конечно, эти все ночи. Но как бы ни провел этот человек, если большая часть ночи проведет там, считается, что ночь провел там. Махтиажи, если позволите, вот большая часть ночи, если можно, вот давайте по времени, скажем так, это после полуночи он большую часть должен провести до утреннего намаза, или ночь уже считается совершение ночного намаза до утреннего. Вот этот момент по времени, вот, чтобы люди как-то... Вечерний намаз, маркаджа намаз, так. И до утра, если, например, 12 часов, если, и достаточно ему 6 часов и 1 минута, если даже проведет там, то есть большая часть получается, да. Больше, чем половина, вот это имеется в виду. С маркаджа, то есть с вечернего намаза, азана, до утреннего азана, вот это ночь. То есть вот этот промежуток, примерно посчитать, сколько там получается часов, да. Это вообще от маркаджа до этого. Если это, грубо говоря, 12 часов в этом промежутке получается, 6 часов, если он проводит. И там сверху 1-2 минуты даже достаточно ему. Ну это практически получается в первом часу ночи он имеет там где-то так уже, примерно так да. Получается. Хорошо. Или если человек находился в Мекке, прибыл туда как бы до 12, например, так. И тоже получается, как бы он большую часть успел туда. Вот надо стараться, чтобы успеть провести большую часть ночи. Почему? Потому что у нас вот часто же вот мы знаем, и неоднократно наши представители, организаторы хаджа предупреждают о том, что нету на территории Мина, нам мест нету. С большим трудом достаются места для паломников, которые на самолетах летят. Но туда приходят иноземники и все, и при этом масса бывает упреков в адрес тех людей, которые организовывают хадж. Хотя если бы, вот, например, вот эту вещь знали бы, да,
Думаю, масса вопросов просто так снялась бы. И так ходят там к друзьям, к знакомым. И даже за чашкой чая в приятном разговоре, если провести, вспоминая, допустим, о пророке, о хороших людях, это тоже же ибадат, наверное, получится, если я не ошибаюсь. И после этого в первом часу ночи пошел, или там во втором часу ночи, спокойно, он, получается, как бы выполнил, да, это условие. Вот я еще хочу сказать по поводу места. Конечно, много вопросов бывает у людей, у паломников. Неужели нельзя, вот столько прошло, и нам, как другим паломникам, место там внутри находить, как и для наземника, особенно жалуются. Это я тоже был в составе российской делегации 4 раза, встречался с министром их, и каждый раз вот этот вопрос остро мы ставили перед министром хаджа Саудовской Аравии. А они как объясняют это? Она же, это место же небольшое место. Раньше, если когда паломнику было мало, это было достаточно, а сейчас уже, когда доходит до 4 миллионов и хотят довести до 10 миллионов в течение 10 лет количество паломников, это, конечно, место не будет достаточно для всех. Поэтому 1/3 часть паломников тоже в настоящее время, вот сейчас, помещается внутри как бы границы, а 2/3 они за границей получается. И они исходят из этого, говорят. Например, у вас там, если 10 тысяч паломников, 3 тысячи мы как бы постараемся сделать внутри, а остальная, там большая часть, 2/3 должны находиться за границей. Вот так они объясняют. А еще есть у них, их алими как бы дают фетву, что если палатки взаимосвязаны друг за другом, что разрешается там, как джамаат намаз разрешается, если человек даже связь придерживается, вот так же они говорят, что палатки вот так находятся, но нам, все равно нам желательно, и наши алимы дагестанские тоже об этом говорят, что нам лучше находиться внутри, переходить как бы вот на этот срок, на это время, границу, и там же не обязательно находиться, чтобы шикарные условия были, или тогда. Там же есть широкие улицы. Есть места, вот перейти там 6,5 часа провести там, ибадати, или вот говорить о хорошем, рассказать. Вот есть же правила совершения хаджа, с алимом, с каким-то сесть, какие ошибки у него получились. Вот об этом говорить, а потом уже можно спокойно, если человек утомился, спать хочет, пойти к свою палатку. Вот наземникам они выделяют как бы места за границей Мина, да? А они выход находят, но официально они не могут это делать. Они каждый год говорят, потом мы покажем вам вот турецкие места. Официально мы не можем давать, потому что это их места. Они заплатили тоже, и они привыкли как бы. У них тоже там большая часть, конечно, тоже находится для турков тоже за границей Мина. Но та часть, которая внутри, они говорят, вы спокойно переходите туда, когда они уйдут. Тоже выход из положения. Ну, это как бы неофициальная такая вещь. Неофициальная такая же. Но они, вот, обслуживающая сторона, они показывают нам именно куда пойти, как что, конечно, нужно прислушиваться организаторам наших, вот, работников хадж-миссии, наши ребята, которые говорят там, конечно, нужно этого, то, что, к сожалению, у нас то, что не бывает. С каждым годом все-таки и понимание у людей тоже, наверное, увеличивается. А вот те люди, которые создают нездоровый ажиотаж, все-таки это из большинства, это меньшинство бывает. И когда там 2-3 человека начинают говорить, такое ощущение, что это очень много людей говорит. Все-таки большинство, наверное, у нас паломники, которые и понимание какое-то имеют, и дай Аллах, чтобы были. У нас меньше становилось тех людей, которые недовольны, и собирались они хаджу самым лучшим образом, начиная с нас. Есть, конечно, особенности, которые касаются вот этого места Мина, то, что в других местах нету. Это первые камушки, которые кидают туда. Вот принятие камушки поднимаются в небеса. Есть еще мясо, которое там сушат люди. А яму ташрик называется от слова шарака. Люди, когда на солнце выносят мясо и сушат там, вот от этого произошло аяму ташрик. Вот это. Когда мясо сушат люди, на нее не садится, не кушает ее ни ворона, ни там какие-то птицы и так далее. Вот это вот уже там нет. Особенность этого места, машаллах. Еще особенно, что на сладости там не собираются мухи, как в других местах. Еще
вот именно в эти дни вот Мина, да, Аяму Ташрик там, эти дни там уменьшаются комары. Арафа в других местах бывает, особенно в этом месте, это исчезают, они не бывают в эти дни, потом появляются. Вы знаете, я вот пытаюсь сейчас вспомнить из того, что вы сейчас называете, и на самом деле не могу вспомнить, чтобы мухи там были или комары, вашала. Это особенность, да. Еще особенность, вот как в утробе матери плод растет, увеличивается, и живот матери увеличивается, беременной женщины. Точно так же местность, вот эта Мина, сколько бы паломников там не было, она расширяется. То есть необходимости там вот создавать условия за границей Мина там не было. Вот то, что в книгах написано, это хикмат, особенность для Мина, что это место как расширяется, и всем достаточно будет это место. Вот такие особенности есть для этой местности. И, конечно, то, что нужно там совершать, это первый день, праздничный день, когда уже прибываем туда из Муздалифа, кидание камней. Джумратул Акабат, это последний, начиная, когда человек идет со стороны Мина, идет, первый оставляет второй, и последний уже со стороны ближе к Мекке, которая Джумратул Акабат, туда бросать 7 камушек, и получается, как бы человек уже имеет право выходить из хаджа. Да, есть три вещи, которые при совершении 2 из 3 человек выходит, малый как бы выход получается из хаджа. Это кидание камешек в этот день и стричь волосы и удаление волос. Достаточно, если даже 3 волоса он уберет, это уже человек как бы вышел, он имеет право переодеваться, надушиться, стричь ногти, волосы и так далее, вот это разрешается ему. То есть вот эти запрещенные действия во время вступления в хадж, уже он это облегчение получает. А если совершит 3 тоже, таваф если сделает, уже все, полностью вышел он из хаджа. Любой последовательность не обязательно. Можно пойти совершить таваф, стричь волосы, потом камни кидать. Там последовательность нету, но обязательно нужно делать 2 из 3 вот этих вещей. И, конечно, при кидании камушек именно в этот Джумратул Акабат есть особенность там тоже. Вот этот момент, да. Многие не знают это. Если человек неправильно кинет камни, это касается тех, которые кидают с 1-го этажа, снизу. А со 2-го, с 3-го, сверху, это уже как бы все камушки попадают, с какой бы стороны ни кидали, они попадают туда, вниз. А там на 1-м этаже, кто кидает, Джумратул Акабат, она только можно с одной стороны кидать. Человек идет со стороны Мина в направлении Мекки, поворачивается к Джумратул Акабат лицом, его правая сторона должна быть в сторону Мина. Мина, да, прошу прощения. А левая сторона в сторону Мекки. И должен кидать вот так. Если с другой стороны человек кинет, то это его камень не считается, потому что есть алимы говорят, что человек должен находиться, стоять на территории Мина и оттуда кидать. А другая сторона, граница проходит посередине. Эта сторона харама получается. Стоят в хараме и кидать камни не имеет он права. И тем более здесь была гора, это место было закрытое, только вот сюда кидали камни. Вот именно. То есть обратная сторона это. Уже другая часть. Махтяжи, еще один вопрос в связи с этим. Сейчас вот это место, оно очень так сильно вытянуто, вот такое сделано, чтобы масса паломников могла спокойно подойти там и так далее. Насколько возможно, вот от Мина, идя от Мина в ту сторону, насколько далеко можно пройти, чтобы кинуть камушки? Потому что я, как обращал внимание, наши паломники зачастую стараются вот ближе к этому ближнему углу подходить и с этой стороны кидать. Вот, конечно, там, как в наших книгах написано, 1,5 метра желательно вот в такой расстоянии придерживаться с этой стороны, где этот столб стоит. Раньше же был столб такой, не удлиненный такой. Вот от центра придерживаться где-то, чтобы не отдаляться от него на 1,5 метра, желательно вот так приблизиться и кидать. И стараться попасть, что именно в этот столб, это для ориентира, это как бы указатель этого места, оно никакое значение не имеет. Надо попасть туда вовнутрь. Для этого и это место определено, как бы стена вот так. Сделали там, чтобы именно вовнутрь туда, чтобы кидали.
если ошибка была то есть неправильно, если человек кинет камни, если так получается, он как бы еще не вышел с хаджа, он останется и на него будут налагаться штрафы и так далее. Вот особенно вот первый день нужно стараться, чтобы правильно кинуть камни и чтобы выходить аккуратно из хаджа. Конечно, и в другие дни, вот последующие дни тоже, как мы сказали, лучше ему до полуночи возвращаться в Мина, чтобы большую часть провести и находиться там, в ибадате. И вот то, что не знает, тоже он лучше, конечно, ему изучить, спрашивать у алимов. И желательно иметь с собой книгу. Есть хорошая книга, вот Куран Мухаммад Хаджи, рахимахуллах, есть Абдулла Хаджи, другие книги взять с собой и изучить, чтобы... И тоже айбадат получится. Тоже айбадат получится, да. Имеет право человек возвращаться, если он провел там 2 ночи, Мина, и на 3-й день не оставаться, провести 3-ю ночь. Не обязательно ему, если успеет он до захода солнца 2-го дня, кинул камни 2-й день, и уходить он имеет право. Это оттуда. Если человек намерен возвращаться Мина обратно, то он не имеет права уходить. То есть, если пришел обратно, он должен остаться 3-й день тоже кидать камни, если там ночевать должен. Условием, разрешающим для ухода, вот этот день, получается, он должен уходить до захода солнца, и обязательно он должен 2 предыдущие ночи, если человек провел там, он имеет право. Хорошо, вот еще какие-то дополнительные вещи есть, касающиеся проведения ночей там, и остальные дни, когда человек кидает камни, как он должен камни, кидать? Конечно, он должен, человек первый день берет из Муздалифа 7 камушек, еще там несколько штук, для запаса тоже есть друг, там не попадет туда и так далее. А другие камушки он берет, собирает с территории Мина, идет, кидает тоже. 2-й день он кидает, первый со стороны Мина Джумратул Сугра называют, маленький Джумрат, туда, потом средний, потом вот последний, куда мы первый день кидали, последний, вот туда тоже Джумратул Кубра тоже называют, Джумратул Акаба, туда тоже должен по 7 раз кидать. А 2, вот первые 2, направляя в сторону Кибла, в сторону Мекки, желательно ему кинуть, если есть такая возможность. Если нет, то можно с любой стороны сюда попасть. И если бывают люди, наши люди особенно, если даже человек чуть-чуть приболел или уставший, он или появились мозоли на ногах, он уполномачивает другого. Вакиль делает, за меня тоже ты кидай. Да. Вот это совершенно, вот это очень, и в книгах пишут, это нельзя делать. Непозволительно. Если надежда есть на то, что хотя в 3-й день, последний день человек сможет ходить там, пойти кинуть, это уже мы видели старики такие, 80-90 лет, мы сами лично провели туда, было даже на тачках вот так. А там уже свободно же 3-й день, последний день. Они спокойно могут. Если надежда такая есть, они не имеют права. Если даже за них кто-то кинул, то обязательно этот человек сам должен пойти за все дни кинуть последний день. И никакой штраф не облагается. Срок кидания камней как бы заканчивается последний день, вот 3-й день до захода солнца, если он успеет кинуть камни. Хорошо, вот как человек должен уполномачивать в случае, раз уж такая ситуация получилась, каким образом он должен уполномачивать, и как человек, который уполномочен, должен кидать эти камушки? Человек, конечно, должен говорить, что я тебя вакиль делаю, уполномачиваю тебя кидать за меня камни. Он идет, бросает камни сперва за себя, он имеет право там же стоять, кинуть за другого человека тоже, сразу же. Потом 2-ю и 3-ю тоже так же. А если человек за те дни, предыдущие дни, если он не кинул камни, если хочет последний день кинуть, то он должен обязательно кинуть везде 3 эти камни за 1-й день, потом обратно прийти за 2-й день, за 3-й, вот так вернуться должен. А за другого, когда разрешается кинуть, есть разногласия между алимами, но разрешается стоять там же, и Захи написано это, имам Навави пишет, что имеет право кинуть, стоять там же. Это уже облегчение тоже. Конечно. И бисмилля, Аллаху Акбар говорит тоже при каждом кидании камней. И вот 1-й, 2-й джумрат, где есть, там тоже желательно делать дуа, а после последнего лучше сразу уходить, не делать дуа.
Понятно. Махтияжи, скажите, пожалуйста, вот когда человек кидает камушки, порой люди сомневаются, вот он, допустим, 3 кинул или 4 кинул, там вас начинается у человека. Вот в таком случае как он должен Тогда получить? дополнительно лучше кинуть, если человек сомневается, лучше кинуть, чтобы он был убежден, что он столько кинул, вот сверху кинуть, пока он... Прошу прощения, вот камушки какие должны быть? Там порой глыбы некоторые кидают. Ну, очень большие тоже, конечно, нежелательно, и очень маленькие тоже. Камень должен быть не из песка такого, чтобы камушек был сам камень, и чтобы он был как зернышки гороха, выше, больше чуть-чуть, вот как фасоль, вот, именно вот такие, чтобы были. Хорошо. Махтияжи, еще один вопрос. Вот эти камушки, допустим, такая ситуация получилась, что человек, ну, либо потерял по дороге, там в давке где-то, или так получилось, что он не собрал этих камушек. Вот подходя туда, человек знает, что, ну, тех, кто был уже, они знают, что там, в принципе, тоже можно найти камушки рядом с вот местом, где кидаются они. Этими камушками можно пользоваться или нежелательно? Можно это, можно. Можно, да? Те, которые находятся там за этим, которые высыпались там, оттуда можно кинуть тоже, там ничего такого нету. Но желательно, конечно, уже подготовиться, там же мина, собрать. Если он потерял там давки или что-то, конечно, можно и там. Хорошо, еще один момент, Махтияжи, хотелось бы, чтобы на это внимание тоже обратили. Скажите, пожалуйста, вот как лучше подбирать момент, когда идти бросать камушки? Вот Почему? это Потому очень что такой момент. Вот власти Саудовской Аравии, те, которые организаторы хаджа, они устанавливают для каждой страны, для каждой группы людей определенное время. И они нашим ребятам, которые обслуживают нас, они дают график этого времени. Чтобы там не образовалась давка, чтобы там безопасность и так далее. Именно в это время лучше идти туда. Они, например, Турция идет такое время, Индонезия такое, Россия, например, идет такое время. Они же контролируют это, чтобы там не образовалась давка, чтобы поток людей, что именно какое количество проходит там, они как бы ориентировочно, приблизительно знают, и, конечно, лучше придерживаться этого. Наши люди идут сами по себе, как бы это нежелательно. Но время кидания камней наступает с завала, обеденный намаз, азан кричали, с этого времени уже имеет право человек кинуть. Ну, желательно до захода солнца можно и ночью бросать, и на следующий день бросать можно. И в этом нет ничего такого. Ну, конечно... А вот первый день, когда вот с Муздалифа он пришел, человек, вот первый после день, как полуночи, Муздалифа, после полуночи имеет право, но желательно, конечно, до рассвета остаться там, потом кинуть, и до последнего дня Аяму Ташрик имеет право. Вот этот первый день, за первый день тоже открыт. Да, Хорошо. Первый день тоже срок истекает, кидание камней, и за первый день, и за остальные дни, вот третий день Аяму Ташрика до захода солнца. Просто люди порой, допустим, бывает человек, который первый раз едет в хадж, да, он держится так зубами, скажем так, за того, который уже был на хадже, а бывает некоторые уже с опытом того, что они были на хадже, они говорят, нет, вот это первый день, надо обязательно пойти, обязательно откидать там и так далее, и вот это нездоровый ажиотаж создают, и человек, боясь, что он что-то не так сделает, самый пик он идет туда, и попадает в очень тяжелые ситуации. Да. Это желательно кинуть до захода солнца первого дня, желательно суннат, а если там давка и так далее, таким людям лучше прислушиваться организатору хаджа, наших ребят, которые обслуживают бихсат, и вот пойти именно такое время, когда нам указали. Человек, который делает такие большие расходы, едет на хадж, он должен быть готов, подготовлен и морально, и физически, и духовно, как бы, и иметь определенные знания об арканах, те действия, которые должен совершить, те, которые нарушают его хадж. Вот это все должен изучить. Придерживаться там, конечно, стараться держаться за руководителей, с алимами, с знающими людьми. И, конечно, обязательно иметь с собой, есть доступные книги сейчас, альхамдулилля, на любом языке, на национальных языках, взять с собой книжку. Вдруг, если он
отстанет от кого-то, потеряется и так далее, чтобы он сам спокойно изучил это, делал, это, конечно, нужно каждому человеку. Дай Аллаху тавфик совершить хадж, и чтобы Аллах Та'ала принял нас. Аллахума. Сделал из числа тех, кем остался доволен, да? Махди Хаджи, еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на нашу просьбу, пришли на передачу.